Ростелеком – ведущий телеком-провайдер страны, интегрированный практически во все сферы жизни общества. Это известный бренд, который у всех на слуху. Сегодня в студии медиацентра «15-й регион» директор североостинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» Евгений Гальцев. Добрый день, Евгений Владимирович. Здравствуйте, Елена. Компания давно зарекомендовала себя на рынке, и вашими услугами пользуются население, госорганы и учреждения, представители всех сегментов бизнеса. Вы также активно занимаетесь подключением социально важных объектов к интернету. Расскажите об итогах года. Довольны ли вы ими? Несомненно, доволен результатами, поскольку все, что ожидала от нас компания, и те задачи и цели, которые мы сами себе намечали и куда целились, мы всего этого достигли. Что я имею в виду? Мы выросли и по валовой выручке, мы получили эту выручку с большей маржинальностью, то есть мы этот бизнес осуществляли с большей эффективностью, чем даже в предыдущий год, и как следствие наша операционная прибыль тоже выросла год к году. Делать это с каждым годом нам удается все труднее и труднее, поскольку наша доля рынка и в сегменте массовых клиентов, и в сегменте корпоративных клиентов, она высока, и достигать каких-то выдающихся результатов в таких условиях достаточно сложно. Потому что если раньше мы это делали за счет достижения, будем говорить, каких-то количественных параметров, характеристик, мы очень мощно, динамично строили, развивали свои сети, прирастали в количественном отношении абонентской базы и в сегменте массовых клиентов, и в сегменте корпоративных клиентов, то сейчас, когда мы достигли вот такой доли выручки на рынке телекоммуникационных услуг, это сделать за счет приростных каких-то характеристик уже невозможно. Поэтому мы искали пути, как это сделать, и мы нашли этот путь. Мы прирастали в основном за счет роста выручки от новых услуг, которые мы предоставляем и нашим жителям, владельцам частных домовладений, домохозяйств, и за счет роста выручки от новых услуг в корпоративном сегменте. В корпоративном сегменте мы работаем и в сегменте бизнеса, и в сегменте государственных, будем говорить, бюджетных организаций. Выросли очень хорошо, более 40-45%. И сегодня востребованными услугами, я их перечислю, это, если мы говорим про массовый сегмент, это, естественно, телевидение, которая за последние года у нас растет по 10-15% по выручке год к году уже на протяжении многих лет. Видеонаблюдение – это одна из услуг так называемого умного дома, тоже востребованная услуга, особенно в последнее время. Это контроль своего домовладения, это контроль за тем, что у тебя происходит дома, за поведением детей, за поведением, будем говорить, если есть такие случаи, нянечек, гувернанток и так далее, как они относятся с вашими детьми в ваше отсутствие. Это контроль периметра вашего домохозяйства. Ну и, соответственно, похожий в корпоративном сегменте услуга видеонаблюдения. Это тоже как, что у тебя происходит в твоем магазине, на твоем предприятии, когда ты находишься где-то не в стенах этого предприятия в текущий момент времени, в командировке, на выезде или еще где-то. Также в массовом сегменте очень востребована услуга «Гарантия плюс». Это когда мы предлагаем некие гарантийные обязательства по замене вышедшего из строя оборудования. Тоже очень понравилась нашим пользователям данная услуга. В сегменте корпоративных клиентов, особенно вот с учетом последних реалий, очень востребована услуга информационной безопасности. Это услуги хранения данных на виртуальных центрах обработки данных, также видеонаблюдение, как я сказал, и услуга ВАЦ. Пользуется в последнее время очень большой популярностью. А что это за услуга? ВАЦ – это виртуальный АТС, то есть это предоставление услуг телефонной связи на основе IP-сетей. То есть это обычный телефон, который ранее был практически в каждой семье, на каждом предприятии. Медный аналоговый телефон, он заменяется на некое устройство, которое представляет из себя шлюз с определенными интерфейсами, портами, который для пользователя подменяет как бы обычный телефон, и клиент пользуется услугой по передаче голоса, соответственно, с использованием этого аппарата, будем так говорить. Передача происходит уже не по телефонным сетям, а по сети интернет.
Вот. А удобство этой услуги гораздо выше, чем обычный телефон, потому что там целый набор дополнительных услуг. Это и IVR, это голосовые помощники, и возможность создания колл-центров, и возможность создания такой выделенной, будем говорить, сети внутри организации с короткой нумерацией. Это приложение на мобильном телефоне, которое позволяет использовать этот короткий номер в любой точке, будем говорить, нашей страны и земли, там, где есть интернет. Услуга для корпоративных клиентов в основном, да, пользуется популярностью у корпоративных клиентов? Услуга ВАТС, да, у корпоративных клиентов. Хотя такого же рода услуга IP-телефония у нас предоставляется и в интересах физических лиц, это людей, проживающих в домохозяйствах. Там тоже мы предоставляем такого рода услугу, но она называется не ВАТС, а IP-телефония на базе протокола SIP. И надо сказать, вот последние 2 года мы реализовывали проект, который был направлен на повышение нашей операционной эффективности. И в периметре 15 населенных пунктов мы полностью избавились от нашей медной инфраструктуры. То есть вот та вся уже устаревшая, страшная наша медная сеть на опорах, покосившихся и кривых от старости, с провисшими проводами, мы ее полностью ликвидировали, оставили только оптическую сеть, это оптические кабели новые, на новых опорах. И, соответственно, тем людям, кто пользовался медными старыми телефонами, мы им поставили совершенно бесплатно вот такие SIP-телефоны. Они продолжают пользоваться услугами телефонной связи, но уже на базе вот этой IP-технологии. И плюс, конечно, это внешний облик населенных пунктов, где мы вот этот проект реализовали, потому что все вот эти вот покосившиеся старые линии мы убрали. А в каких именно населенных пунктах проведены работы? 15 населенных пунктов, не скажу названия их, перечислю районы, в которых эти населенные пункты находятся. Это Алагирский район, Ардонский район, Моздокский район, пригородные и правобережные районы. Вот там мы выбрали некоторые населенные пункты, в которых наша сеть оптическая охватывала значительное количество домохозяйств. Соответственно, мы пришли к выводу, что можем медную сеть ликвидировать полностью. Вот это мы сделали. А как обстоят дела в горных районах республики? К слову сказать, у нас охвачено нашими оптическими сетями на сегодняшний день 76% домохозяйств по республике. Это в рамках нашей компании один из самых высоких показателей. Самое большое, по-моему, это где-то на северо-западе, в Мурманске, там охвачено 90% домохозяйств. Но при этом у нас из того, что мы построили, вот эти 76% домохозяйств, которые мы охватили оптикой, мы 46% того, что построили, утилизировали. Что это означает? Это означает, что мы уже продали услугу этим клиентам. Это много. Это на самом деле много, и фактически, будем говорить, на равнинной территории республики, населенных пунктов, где бы мы не присутствовали оптикой, фактически уже не осталось. Остались малые населенные пункты, где-то в горной местности, такие как, скажем, Даргавск, Кармадон. Туда мы пока что не пришли, потому что населенные пункты находятся достаточно удаленно от наших сетей. Строительство туда затратно. А количество жителей, и тем более о каких-то организациях, которые бы там располагались, говорить не приходится, соответственно, нам это невыгодно. Вот. Но тем не менее мы кейсы считаем, смотрим, при каких условиях эти кейсы могут быть окупаемы. И приведу пример. К нам часто обращались жители села Кабань. Да, мы несколько раз подходили к расчету данного кейса, считали наши затраты, имеется в виду наши инвестиционные вложения, смотрели, при каких условиях этот кейс может сложиться, окупиться, и получалось, что для жителей этого села этот кейс нереальный, потому что там получались инсталляционные платежи 30, 40, 50 тысяч и так далее, такие тяжелые. Естественно, это делало данный проект нереализуемым. Но нашелся некий
ну, будем говорить, благотворитель, да, который это Дзуцев Игорь Дмитриевич, который вот вызвался буквально в прошлом году, мы с ним встречались, он сказал, а что вот мы вот не можем для этого села построить интернет? И я говорю, вот проблема такая, что жители не могут потянуть этот инсталляционный платеж. Он оплатил, будем говорить, подавляющую часть этого инсталляционного платежа, что сделало наш кейс вполне окупаемым. Мы построили в данном населенном пункте сеть, которая полностью охватила все домовладения в данном населенном пункте. Сейчас этот проект уже мы закончили. Мы в ближайшее будущее, буквально на днях, приступим уже к подключениям. Эти подключения будут абсолютно бесплатны для жителей этого села. Поэтому вот очень большое спасибо этому человеку и от лица нашей компании. Я думаю, жители этого села его тоже отблагодарят. Я еще добавлю, вот мы все-таки реализовали свою давнейшую мечту, но это уже даже не в прошлом году, а чуть-чуть 2 года тому назад. Это Феогдон, Верхний Феогдон, куда тоже мы в конце концов довели нашу оптическую линию. И вот за последние 2 года там наши услуги уже достаточно широкое распространение получили, и жители пользуются интернетом, и Роза ветров пользуются услугами на довольно приличных скоростях, более 100 мегабит в секунду, в соответствии с теми тарифами, которые у нас там есть, до 300 мегабит в секунду в горах там вот пользуются. Поэтому мы это держим всегда в поле зрения, и при определенных благоприятных условиях, конечно, мы будем двигаться и туда тоже. У Ростелекома есть планы по оптической стройке на 2022 год? Конечно, есть. Уже не столь масштабные, как в предыдущие года, когда мы строили десятками тысяч. Но тем не менее, да, еще вот когда у нас было такое масштабное строительство, вот за последние несколько лет, если взять на уровне 5 лет, мы потратили вот на такого рода развитие, которое позволило нам 76% ДХ охватить и так далее. Мы вложили порядка миллиарда рублей в развитие этих сетей. Сейчас такой масштабной стройки уже не предвидится, конечно. Остались какие-то точечные массивы, где еще нету наших сетей, и, соответственно, вот точечная застройка у нас будет. В этом году мы планируем построить там абсолютно небольшое количество ДХ, это где-то в пределах 6 тысяч, может быть, домохозяйств. Но, тем не менее, такие намерения есть, и несколько населенных пунктов мы в этом году обязательно построим. Ну и плюс, конечно, мы будем вкладывать свои средства в развитие и модернизацию своих сетей текущих. А в каких именно населенных пунктах вы планируете построить эти сети в 2022 году? В 2022 году, если мне память не изменяет, мы планируем построить Веселое, Раздольное, в самом Моздоке, Моздокский район, в самом Моздоке, Зильги, Кабань мы уже построили, вот сейчас будем закрывать проект. А итоги работы в государственном сегменте? В государственном сегменте у нас направление нашей деятельности, оно широкое, потому что мы работаем в нескольких сегментах. Это сегмент по работе с бизнесом, это сегмент, где мы работаем с государственными организациями, и сегмент, где мы работаем с органами исполнительной власти. Вот, поэтому, соответственно, этому круг задач тоже он широкий и разный. Да, если мы говорим про корпоративный сегмент, это вот там 2 у нас подсегмента: бизнес и государство, то здесь мы тоже выросли год к году и по валовой выручке, и по операционной прибыли. Росли вот за счет вышесказанных услуг мною: информационная безопасность, виртуальный ЦОД. Интересный был проект, и, наверное, в рамках всей компании Ростелеком всего несколько филиалов по стране такого рода проект реализовали. Это подключение структур аппарата мировых судей к государственной автоматизированной системе правосудия. Вот в рамках этого проекта мы 35 учреждений мировых судей подключили к этой сети. Это некая защищенная сеть по передаче данных в интересах этой структуры. Очень интересный проект был, масштабный проект, который тоже нам позволил вот в этих наших корпоративных целях подняться на определенную ступеньку.
Мы в организациях строили локальные вычислительные сети, мы в этих организациях, где строили локальные сети, расширяли объем услуг ШПД и, соответственно, увеличивали количество услуг в части информационной безопасности и хранения данных. Если говорить про тот наш спектр или периметр работы с органами исполнительной власти, то, конечно, в первую очередь нужно сказать, наверное, о проектах, связанных с безопасностью. У нас хорошо очень получается взаимодействовать с субъектом в данном направлении. И мы постепенно реализовали ряд проектов, начиная, скажем, от создания системы 112. Сейчас, в прошлом году, мы организовали, вернее, создали так называемый резервный центр обработки вызовов системы 112, потому что, понятно, если нагрузка, скажем, кратно возрастает на основной центр обработки вызовов, если он выходит из строя, то нагрузку должен взять резервный центр обработки вызовов, который мы, собственно говоря, и создали. Первыми в Северо-Кавказском федеральном округе субъект создал, мы выступали в роли исполнителя, субъект в роли заказчика, комплексная система экстренного оповещения населения. То есть это система, которая оповещает население в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Эта система была у нас создана в субъекте, и она позволяет контролировать уровень подъема рек в воде, и другого рода опасные какие-то параметры, которые могут явиться причиной возникновения ЧС в том или ином районе. Дальнейший шаг – это на базе КСОНа создать систему регионального оповещения населения, так называемая система РОСЦО, централизованного оповещения населения. Сейчас субъект на эту тему работает, то есть она еще не создана, но предполагается создание данной системы в ближайшем будущем. Как вы решаете вопросы с модернизацией сети? Модернизация сети, это, наверное, некий столб, на котором основана деятельность нашей компании, потому что понятное дело, что предоставлять услуги, которые востребованы клиентам, соответствовать каким-то современным запросам клиентов с точки зрения скоростей доступа, контента, который хочет получить человек или организация. Конечно, это все делается на базе нашей опорной сети, которая и морально стареет, и физически изнашивается. Соответственно, ее нужно держать всегда в соответствующем техническом состоянии. Мы ежегодно тратим на модернизацию сети определенные наши средства заработанные. Этот процесс никогда не останавливается. И сейчас мы нацелены на то, чтобы нашу сеть модернизировать с такой точки зрения, чтобы можно было нашим клиентам предоставить более высокие скорости доступа в интернет в первую очередь, потому что контент тяжелеет, и скорость должна быть выше, пропускная способность шире. И для этого мы сейчас нацелились, это мы обязательно сделаем, в первую очередь в многоэтажном секторе, поскольку частный сектор мы построили не так давно сравнительно, там у нас уже сейчас скорости до 300 мегабит в секунду в соответствии с нашими тарифными планами, а технически мы можем давать скорости и больше, это до гигабита и выше. А в многоэтажном секторе не везде такое наблюдается у нас пока что, но в этом году мы будем идти в эту сторону и модернизировать сеть, чтобы жители многоэтажек могли получать скорости доступа до 500 мегабит в секунду. Абонентов мы охватили много, потому что наша доля рынка, как я сказал, 8 с лишним процентов. Мы сохраним периметр всех наших клиентов, возможно, мы прирастем немножко. Но наша первая задача – это тем клиентам, которых мы сейчас, тех людей, которые являются нашими абонентами, чтобы им более благоприятные условия предоставить и возможности более обширные, мы им увеличим скорость доступа с существующих 100 мегабит до 500. Да, если за счет того, что вы им увеличите, возможно, у вас будет прирост новых абонентов. Возможно. Но то, что они будут более качественно пользоваться теми сервисами и услугами, которые мы им сейчас предоставляем, это точно.
А какой вклад компании в развитие внутреннего туризма? Расскажите о проекте «Мамисон». Да, мы, как говорится, за этой ситуацией наблюдали, видели, что предпринимает субъект в данном направлении, и увидели, что этот проект уже реально должен вот состояться, что называется, на днях. Вот, понимая, что здесь определенно есть потенциал в развитии туристско-рекреационного комплекса, это, соответственно, гостиницы, поток туристов, это возможность заработать деньги. Мы, я имею в виду и субъекту, и нам на предоставление услуг этим туристам, потому что понятное дело, что современный туристический комплекс без связи, он мало будет привлекателен. Мы уже проложили волоконно-оптическую линию связи до селения Калак. Это там, где будет располагаться туристический комплекс «Мамисон». Мы стройку закончили, то есть кабель уже проложен, и на сегодняшний день там конец этого кабеля закопан в землю и поставлен флажок, который обозначает, что вот он здесь есть. Осталось построить сам комплекс, и мы в этот комплекс просто заведем наш кабель и поставим соответствующее оборудование. В период пандемии многократно увеличилось количество звонков в скорую помощь и лечебные учреждения. Чем компания помогла республике в этом направлении? Ну, когда пандемия началась, естественно, был некий стресс, наверное, для жителей республики, да, и сразу возникла потребность и вызывать скорую помощь, обращаться в медицинские учреждения. Возникло у жителей множество вопросов, которые требовали каких-то ответов от компетентных служб. И, соответственно, появился запрос на создание целого ряда горячих линий в различных структурах: поликлиники, больницы, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения. Мы все эти запросы отработали, и вот на каждый, будем говорить, такой запрос мы отреагировали и создали вот на базе услуги ВАЦ такого рода горячие линии. Конечно, с помощью их вот этот пик нагрузки был отработан, звонки не были потеряны, потому что там есть возможность постановки в очередь звонка, включить IVR, это некий такой голосовое информирование, которое предлагает человеку по определенному меню пройти и выбрать соответствующее направление его вызова. Также мы создали маршрутизацию по единому номеру 122 на горячую линию Министерства здравоохранения. То есть, если у человека возникает какой-то вопрос, он может набрать этот номер 122 с сети любого оператора, и он будет маршрутизирован вот на горячую линию Министерства здравоохранения, и там тоже он получит ответ соответствующего специалиста из соответствующей службы в зависимости от характера вопроса. Какие направления в 2022 году получат развитие и каких позитивных новостей ждать жителям республики? Ну, сейчас можно слышать практически каждый день из экранов телевизора или из новостных лент, что атаки, кибератаки на наши различные структуры, органы власти усилились не то что кратно, а тысячекратно, беспрецедентно, как выражаются журналисты. Уровень кибератак вот со стороны наших недружественных государств. Атакам подвергаются и информационные сети внутри организаций, веб-сайты этих организаций. Это могут быть организации разного вида деятельности, это и транспорт, и медицина, и топливо-энергетические комплексы, и, естественно, органы государственной власти. И поэтому вот услуга информационной безопасности, она сегодня очень востребована. И вот такого рода спрос сейчас существует, поскольку риски и угрозы, которые несет в себе вот такого рода кибератаки, они могут быть выражены в конкретных потом денежных потерях той или иной организации, привести к очень катастрофическим последствиям. И примеров тому много, когда организации после кибератаки даже на рынок вернуться не могли, настолько ощутимые были потери их финансовые.
Поэтому у нас есть определенные продукты, у нас есть определенные решения, которые позволяют защитить информационные ресурсы организации. Это и почта, и внутренний контур, произвести анализ угроз, которые существуют в информационной инфраструктуре той или иной организации, и, соответственно, дать некий там рецепт, что лечить и как лечить. Вот. Другой запрос, который существует, это проблема, связанная с хранением данных, поскольку есть такие организации, которые хранили какие-то свои данные на информационных ресурсах за рубежом, доступ к которым сейчас может быть либо затруднен, либо ограничен, либо полностью прекращен. Поэтому вот этот переезд, будем говорить, с каких-то облачных хранилищ за рубежом на отечественные, он сейчас происходит, и уже наблюдается даже некий дефицит в стране вот этого информационного пространства, но тем не менее мы можем помочь нашим клиентам и в этом плане тоже, поскольку наша компания обладает мощным ресурсом виртуального центра обработки данных, хранения данных. Их много по стране, которые взаимосвязаны, зарезервированы, и мы можем обеспечить вот надежное хранение информационных каких-то ресурсов любого клиента. Наверное, это наиболее востребованные сейчас услуги с точки зрения той ситуации, которая в мире происходит. Я могу сказать, наверное, и правильно будет о том, что мы гарантируем, наша компания гарантирует надежность хранения всех данных, поскольку мы обладаем соответствующими лицензиями ФСБ и ФСТЭК. Вот, поэтому с этой точки зрения хранение данных на наших ресурсах абсолютно надежно и безопасно. Какие направления в 2022 году получат развитие и каких позитивных новостей ждать жителям республики? Ну, мы уже выше говорили, что мы продолжим развивать свои сети. Мы будем также производить точечную застройку частных домовладений, многоквартирных домов, там, где еще белые места у нас остались. Но это будут небольшие стройки по их количеству, по охвату ДХ. Мы будем модернизировать нашу сеть с точки зрения предоставления более высоких скоростей доступа в сеть интернет. Мы будем расширять спектр наших продуктов, новых продуктов, которые будут удовлетворять любой спрос и любую потребность наших клиентов. Ну и самое важное, наверное, это наша задача, наша цель – это сделать клиентский сервис таким, чтобы клиент не чувствовал никаких сложностей в получении наших услуг. Что я имею в виду? Самый идеальный вариант – это когда наши клиенты не обращаются в нашу службу техподдержки. Вот. Но это идеальная ситуация, такого не бывает. А наша цель, вот, коли он уж туда обратился с каким-то повреждением или с каким-то другим вопросом, наша цель удовлетворить этот запрос, этот клиентский инцидент устранить в 4 часа. То есть у нас есть такой критерий оценки нашей эффективности деятельности – это устранение повреждения в течение 24 часов. Еще 2 года назад мы устраняли в течение 13 часов, сейчас мы устраняем в течение 8 часов, а задача наша и цель – это устранение повреждения за 4 часа. Вот к этой вершине, к этой цели мы будем двигаться уже в этом году. Наверняка клиентская служба Ростелекома получает сегодня много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Это часто вопрос задается, как оплату произвести, учитывая то, что количество наших собственных офисов обслуживания сокращается. Сейчас их 4 осталось, во Владикавказе 1 в Беслане, в Ордоне и в Алагире. На что ответ простой: не нужно ходить и в офисы, собственно говоря, потому что способов оплаты много. Можно оплату произвести на сайте компании Ростелеком, можно произвести оплату через единый личный кабинет, который предоставляется каждому нашему абоненту. Там можно сделать через приложение «Мой Ростелеком», которое устанавливается на любом сотовом телефоне или на компьютере, где угодно. Можно произвести оплату через отделение почты России. Для меня самый удобный способ оплаты лично – это оплата
с дивана, что называется, через наш сервис Wink, это наше телевидение. И там есть такая возможность произвести оплату за пользование нашими услугами вот с экрана вашего телевизора домашнего. Поэтому это еще один повод взять такого рода услугу. Подключить цифровое телевидение Ростелекома. Подключить цифровое телевидение, совершенно верно. Евгений Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам в студию. До новых встреч. И вам спасибо.